В 5-й раз Абхазия приняла участие в «Золотой осени» – престижном аграрном форуме России. И снова успех. Республика завоевала 4-й гран-при. Высшая награда присуждена экспозиции за оригинальный дизайн, гостеприимство, организацию деловой и культурной программы. Абхазские производители увезли домой золотые, серебряные и бронзовые медали. Впервые продукция абхазских компаний была отмечена в 31 номинации. Это успех. Но у этого успеха есть свои составляющие. Это и замечательные наши производители, это качественные продукты переработки сельского хозяйства, наших овощей, наших фруктов, замечательные сады наши, которые в Абхазии заложены и развиваются. Кроме того, это, конечно, и талант, профессионализм и самоотдача организаторов этого мероприятия, участие абхазских производителей. Я думаю, вот эти вместе все вот эти усилия, они увенчались таким значительным успехом. Рождаются ООО «Напитки Абхазии» ИКО, Республика Абхазия, за вино столовое полусладкое белое абхазские нарты, вино столовое полусладкое красное абхазские нарты. Также вина и воды Абхазии награждаются за вино игристое, розовое, сладкое, абхазское игристое. Абхазцы, не уходите, награждается серебряной медалью индивидуальный предприниматель Квициния Камала Мавриковна, Республика Абхазия, за асетбал, соусы залычи классический. 14 абхазских компаний, производителей сельхозпродукции, продемонстрировали свои достижения на международной выставке. В их числе известные на российском рынке компании и новые. Золото взяли минеральные воды Абхазии, вина и воды Абхазии, Абхазпродукт, пивоваренный завод Сухумский, Абхазморпром и Аквафуд. Дары Абхазии тоже в числе призеров. По словам руководителя этой компании, после признания их продукции, они подумывают расширить ассортимент. Мы рады на российском рынке такой бренд, как «Дары Абхазии», показывать. И думаю, что у него большое будущее. Это первое. Второе, что, я думаю, мы сделаем, это расширим свою линейку. Со времен Советского Союза здесь сложилась добрая традиция приветствовать аграриев, чествовать их достижения, сказал на открытии «Золотой осени» премьер-министр России Дмитрий Медведев. То, что мы имеем сегодня, то сельское хозяйство, которым обладает наша страна, это, конечно, совершенно другое сельское хозяйство. Это агропромышленный комплекс 21 века, современный, технологичный. Ну и самое главное, кстати сказать, что отличает и от советского периода, он прибыльный. Специально для участия в аграрном форуме в Москву приехала делегация из Абхазии во главе с премьер-министром республики Бесланом Барцыц. Премьер высоко оценил уровень организации экспозиции и качество представленной продукции. Продукция абхазских производителей пользуется хорошим спросом, открывает возможности выхода на рынок. Вообще мы стараемся поддерживать тех производителей, которые экспортоориентированы, которые имеют возможности поставлять свою продукцию на рынки России с учетом условий импортозамещения, возможности участия наших производителей в этой программе. И правительство Абхазии уже в последующем году, когда будем параметры бюджета определять, работа уже в этом направлении ведется, мы существенно увеличим наши возможности поддержки сельхозпроизводителей для того, чтобы поддержать наше сельское хозяйство. В этом году выставка собрала на своей площадке около 2500 участников из 64 регионов России. Освещали главное аграрное событие России более 800 российских и иностранных СМИ. На форум приехали участники из Германии, Италии, Англии, Японии. Но абхазский стенд не затерялся в этом многообразии. В этом заслуга в первую очередь организаторов экспозиции, которые учли все национальные тонкости и сделали уголок Абхазии запоминающимся. Возле стенда нашей страны было всегда многолюдно. Абхазскую продукцию увидели, попробовали, оценили. Особенно по вкусу посетителям пришлось вино. Наслышаны о вине, об этом в магазинах покупать, это значит, может быть, подделка, а здесь уже точно будет качественная продукция, потому что хочется попробовать.
On a des régions viticoles dans le sud-ouest et dans l'est de la France. Нам удалось продегустировать одно белое вино и два типа красных вин. Сразу предупреждаю, что мы представляем регион Нормандии, который находится на северо-западе. У нас нет вина, потому что это северный регион. Но мы любим, естественно, вино. Мне очень понравилось белое вино. И второе красное, потому что оно выдерживается в дубовых бочках, и я люблю такое вот большое содержание танина в вине. В рамках форума состоялись рабочие встречи премьера Беслана Барцыц, а также министра сельского хозяйства Даура Тарба и торгпреда Абхазии в России Олега Барцыц с министром сельского хозяйства России Александром Ткачевым и губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым. Участие Абхазии в «Золотой осени» было бы невозможным без активной деятельности торгового представительства Абхазии в России. По словам его руководителя Олега Барцыц, многие продукты из Абхазии давно завоевали прочные позиции в регионах России. Выставка на ВДНХ тому подтверждение. Сегодня председатель правительства Российской Федерации уже заострял внимание присутствующих на том, что импортозамещение – это становится действительно, наверное, самой актуальной повесткой дня для Российской Федерации, а Абхазия может со своими качественными и на высоком уровне произведенными продуктами может хорошенько поучаствовать в этом импортозамещении. Мы ведем в хорошем смысле агрессивную информационную политику по позиционированию Абхазии как региона, который производит серьезную продукцию. Всем критериям, которые закладывают организации, высокое международное жюри для оценки участия нашей страны, мы выдержали скрупулезно. Деловая программа выставки включала конференции, тематические семинары, круглые столы, деловые переговоры и мастер-классы. Участники мероприятия отмечали, что приоритетными направлениями для инвестиций на ближайшую перспективу являются в том числе развитие фермерства и малых форм хозяйствования, поддержку экспорта в Россию, сельхозпродукции и импортозамещения. Наше новшество, которое мы сегодня хотим применить, поддерживая наших сельхозтоваропроизводителей, наши инвестиции. А это главное. Если мы не заложим сегодняшние проекты, сегодня, завтра, мы через 3 года не получим тот же рост 3-5%. Если мы прекратим поддерживать наш бизнес, значит, хорошо еще год мы будем продерживаться. А за счет чего мы получим объем производства? Только за счет новых предприятий. Абхазским предпринимателям следовало бы активнее принимать участие в выставках такого уровня, уверен Олег Лакоба. Хотелось бы, чтобы компаний с каждым годом становилось бы больше. И у меня такая просьба, которую, наверное, поддержат все нашим предпринимателям, не бояться принимать участие, не бояться показывать свой новый товар, свое качество, потому что за качество я, например, не переживал бы на их месте, потому что сама страна и экология располагает к хорошему качеству. И выставляться, показывать то, что мы можем показать и произвести. Успех отечественных производителей на крупнейшей аграрной выставке в Москве продемонстрировал, что у Абхазии есть хорошие перспективы увеличить производство собственной сельхозпродукции и снизить объем импортных поставок продовольствия.